Дорогие друзья, вот именно так в деревне Талачево встречают гостей, в данном случае нашу съемочную группу. Несмотря на погодные условия, холодный ветер, горячий прием гарантирован. Село Талачево основали в 1669 году братья Талас и Супай. Согласно легенде, они прислуживали одному начальнику, ухаживали за лошадьми, а также спускали ведра с водой в яму для пленников. Один из них пообещал Таласу землю, если тот посидит в яме вместо него, пока сам пленник добудет залог. Поразмыслив, Талас согласился, несмотря на условия. Если пленник не вернется в положенный срок, Талас будет казнен. Однако пленник не обманул. Вскоре он вернулся и одарил Таласа землей вдоль речки Асаф, которая течет в сторону Юрактау и Куштау. Только что мы стали свидетелями так называемых традиционных посиделок. Сейчас нам расскажут о них немножко поподробнее. Гульнас, вот что это за традиция? Сегодня вы посмотрели фольклорный праздник Аулагый, где сохраняются народные традиции татарского народа. И здесь молодые девушки собираются и играют народные игры, занимаются рукоделием. Таким образом, они передают будущему поколению традиции своего народа. Ну, друзья, какие еще нужны доказательства того, что в деревне Талачево традиции, народные традиции продолжают жить? К своей истории и национальным традициям в селе особенно трепетное отношение. Подтверждением служит Краеведческий музей, который был организован в 1964 году. Материал музея используется учителями на уроках и внеклассных мероприятиях. В этом году Талачево исполнилось 350 лет, однако эти музейные экспонаты доказывают, что первые поселения на территории села появились гораздо раньше. Наш музей является очень богатейшим музеем в нашем районе среди школьных музеев. И он имеет очень большое значение в воспитании подрастающего поколения. Потому что, как говорят у нас в народе, у кого нет прошлого, у того нет будущего. Мы должны учить своих детей, знакомить их с прошлым, потому что будущее в руках наших детей. Особое место в музейной экспозиции занимают стенды и витрины, посвященные знаменитым сельчанам. Чтобы окунуться в историю села жителям Талачева, достаточно прийти вот в этот школьный музей, присесть, как я, в уголок татарского быта и ощутить связь с прошлым. Но не только музей может похвастаться Талачевская школа. Учитель физической культуры Минзифа Зинатовна активно руководит ходом школьных состязаний. Сегодня здесь отмечается День здоровья. Несмотря на непогоду, подопечные нашей героини даже не думают отказываться от участия в соревнованиях. Все потому, что неоднократный победитель всероссийских и республиканских педагогических конкурсов знает, как привить любовь к спорту и волю к победе. Ежегодно в сентябре месяце в нашей школе проводится День здоровья. В программу мы всегда включаем народные игры, чтобы дети не забывали о традициях своего народа. Коллекция побед и наград Минзифы Зинатовны поражает своим разнообразием. А сельчане уверены, учитель физической культуры Талачевской школы – гордость всего Стерлитамакского района. Это результат не только педагогического труда, но и результат моих учеников. Мы ежегодно с детьми участвуем в различных соревнованиях и занимаем призовые места. С 2000 года мои воспитанники становятся победителями, призерами республиканского уровня. Также мы принимали участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Одним из главных украшений Талачева является мечеть Ар-Рауф, которая расположена в центре села. Она была открыта еще в 2006 году. Аккуратные талачевские улицы подчеркивают зеленые насаждения, а первая асфальтированная дорога в Талачево появилась еще в 1988 году. На сегодняшний день заасфальтировано 80% территории села. Для жителей Талачева благоустройство родного населенного пункта не пустой звук. Например, в 2018 году по программе поддержки местных инициатив жители собрали 150 тысяч рублей на ремонт окон в школе. Однако талачевцы внесли не только материальный вклад, но и своими силами облагородили территорию школы. На сегодняшний день по селу Талачево у нас были проведены такие работы по благоустройству, как ремонт дорог внутри села, ремонт ограждения, покраска забора кладбища села Талачево. Полностью готово проект строительства сельского клуба на 100 мест.
Мы прошли госэкспертизу. На сегодняшний день в селе проживает 1300 человек, в Талачево 340 дворов. Однако расширение идет полным ходом, предусмотрены программы для поддержки малоимущих семей. По словам коренных талачевцев, за последние годы село действительно преобразилось, поэтому место среди 10 финалистов конкурса «Красивое село-2019» абсолютно заслуженное. Обновили памятники ветеранам, улицы. Асфальт отремонтирован везде. Школу смотрите. Похудалая крыша была. Сейчас к концу идет замена. Народ уже чувствует, что к ним есть внимание. Но наша съемочная группа не смогла покинуть Талачево, не испив из легендарного родника, который снабжал питьевой водой все поколения талачевцев. И все это под чарующие звуки курая. Кирилл Бурмин, Вадим Исламов, Стерлитамакский район, село Талачево.